О, ничего себе. Такие холода. Ой, с этой стороны тоже уже что-то выходит. Миха халларын арады. Тойлы хай. Здравствуйте! Сегодня очередной выпуск рубрики «Музей рецептов». Мы сегодня попробуем сили, то есть костный мозг. В прошлый раз парни поохотились, добыли лося, и по книгам узнали мы, что наши предки очень любили кушать костный мозг лося и решили попробовать. Перед нами голень лося, мы должны освободить его от внешней вот кожи, почистить. Мы помыли его и сейчас непосредственно приступим к очищению от внешней кожи. Пленки, да, она у нас такая вот ощутимая, не такая уж и тонкая. И потом должны очистить от мяса, оставить только кость и вместе с мясом поместим в нашей мисочке и будем варить. Итак, приступаем. Лось, как вы все знаете, очень большое животное, содержит много мяса. Вот истори наши предки, тунгусы, любили им питаться, когда на охоту ходили, когда вот ловили лося. Они, конечно же, для них это был большой праздник, поскольку они таким большим количеством мяса питались долгое время, и надо сказать, что вкусным мясом. В старину существовало очень много традиций при охоте, которые в обязательном порядке соблюдались. И как пишет Сомоготто в своей книге «Обычаи народа Саха», существовал такой обычай при лове кабарги, маленького животного размером зайчика. И из-за целебной кабарговой струи его сейчас, к сожалению, почти всего истребили. И вот на самолов, когда попадалась эта кабарга, устраивали такой вот обычай. Охотники с радостными возгласами, когда приближались в дом, они подавали условные сигналы, и, приближаясь к дому, они стучали в дверь и кричали: «Отворяйте дверь, пришел сам Баянай». Тогда с большой радостью хозяева дома кормили духа огня с благодарностью, со словами благодарности за щедрость Баянаю, и потом подросший сын показывал имитацию стесывания косяка двери для того, чтобы большую непосильную тушу внести в дом, что и показывали охотники. И этот обряд был поучительным, он учил охотников радоваться любым дарам Баяная, и у наших предков было поверье, что Баянай одаривает именно тех охотников, которые радуются всем дарам Баяная. Так и случалось. Вот мы освободили от пленки наши голени. Теперь наступил черед мяса. Мы должны освободить нашу голень от мяса и оставить только кость, чем мы и сейчас займемся. Мясо лося называют еще сахатиной. Очень-очень вкусное мясо, деликатесное. И сейчас, и поныне мы любим есть мясо лося. Не только наши предки любили его кушать. Вообще лось, как я сказала, очень с размером большое животное, и по количеству ветвей определяли возраст лося, и бывали случаи, когда вот самцы из-за ветвей, они при сражениях демати, при гоне они цеплялись за эти рога, и из-за того, что они не могли расцепиться, они вот в таком вот положении умирали. Вот такая печальная истина.
И существовал интересный способ хранения туши лося у наших предков. Они строили на 4 ножках такое вот снаряжение, ставили 4 ноги и сверху делали как бы крышу. Это было такое высокое строение, и вот на эту крышу именно ложили тушу. А вот на ножках, на самом низу делали такие глубокие надрезы для того, чтобы грызуны не могли подниматься. И это было способом хранения туши лося, поскольку туша была очень большой, сразу после добычи их охотники не могли его доставить домой, и таким образом оставив, через некоторое время они возвращались и забирали некоторую часть. Так, вот освободили от мяса. Вообще зимние холода рекомендуется есть много мяса, поскольку он белок. Истори нашей едой является непосредственно мясо. И вот благодаря ему и мы эти холода можем переносить. Рекомендуется много есть в эти дни мяса. И вот мы все мясо положили. Включаем нашу плитку. Такой на умеренный огонь, не такой уж сильный. И готовится мясо лося так же, как и говяжье, не очень долго, поскольку у нас мясо молодой особи, оно будет готовиться чуть побыстрее, наверное, где-то 40-45-50 минут. Посмотрим по мере готовности. Закрываем крышку. И добавим соль. Ну, потом в процессе. Или сразу. Обычно я добавляю в процессе. Ага. Ждем-с. Видите, уже вскипает. И мы должны собрать пенку, которая нам не нужна. Соберем, посолим и дальше оставим вариться. Нам опытные люди сказали, что мясо лося готовится где-то около часа. Минимум час. Минимум час, да. Оказывается, долго он варится. Да, когда вот тунгусы впервые познакомились с якутами, они в это время любили лакомиться мозгом соболя и вот костным мозгом лося. Это были для них излюбленные, такие лакомые угощения. И когда вот приехали якуты, они попробовали у них сорот. И это было открытие для них. Сорот им так понравился. И вот попробовавший сорот первый тунгус, он поехал обратно к себе, собрал 40 своих сородичей, скажем так, и обратно приехал, чтобы завоевать у якутов сорот. Представьте себе, да, вот такие вот даже сражения были на такие темы, скажем так. Но якуты не поддались на такое вот тактику, скажем, и тунгусы, проиграв это сражение, уехали ни с чем. Так и свой сорот якуты себе оставили. Ну, это легенда такая. Ну, это, да, легенда такая, которая вот из уст в уста передавалась испокон веков и в преданиях дошла до наших времен. Собрали. Наступило время соления. Чуть-чуть. Ну, воды у нас много. Давайте так, вот столечко
потом, если что, можно будет добавить. Да, попробуем на вкус. Говорят же, лучше не досолить, чтобы потом досолить, чем наоборот. Итак, прошло более часа. Мы думаем, что у нас все готово. Посмотрите, что у нас получилось. И вытаскиваем берцовую кость. Правильно. Так называется. Вау, оно наружу вылезло уже, видите? Оно готово, оно просится к нам в рот. Ой, с этой стороны тоже уже что-то выходит. Уже все вокруг ходят, бродят, не дождутся. Все знают, что это такая вкуснятина, которую пробуют лишь изредка. Но это понятное дело. Очень хорошо сваренное, мягкое мясо. Угу. Вовремя мы продержали, оказывается. Очень такое... На вид точно. На вид, да, точно вкусное мясо получилось. Запах. Запах отменный. Вот то, что вылезло наружу, мы в миске оставляем. Пока. Пока, да. И сейчас наши мальчики разрубят эту кость. Хороший, да? Вот костный мозг. Именно его мы сегодня и хотели поесть. Наступает часть истины, момент истины. Буквально тает во рту. Я лишилась слов. У меня нет слов. Это божественно вкусно. Сиастим, деда. Пробуйте. Будьте тенкеля. Есть, да. То буду бы я ставить. Да, Паша, как? Очень вкусно. Я сейчас домой поеду тоже, Это когда мой сын. куплю себе кость, Добытчик. также приготовленную себе. Снабжает. И сам все один съем.